Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Постановлением правительства Якутии пожароопасный сезон открыт с 6 мая. На 5 июня уже ликвидировано 48 лесных пожаров. Особый противопожарный режим введен в Алданском, Амгинском, Вилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Алекминском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Тампонском и Татинском районах, а также в лесах города Якутска. Об ответственности граждан при посещении лесных массивов поговорим с гостем студии. Ильшат Фатулаев, помощник прокурора города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вообще по какой причине возникают лесные пожары? Какая у вас есть информация? Лесные пожары в основном возникают от природных явлений. Это у нас сухие грозы. Также имеют место неосторожное обращение с огнем, самовозгорание, а также ненадлежащее содержание систем электроснабжения, то есть ЛЭП. Вот. То есть это можно назвать базовые причины? Да, это базовые причины, которые являются основными возникновением лесных пожаров. Они являются, получается, у нас основой. Мгм. Ну вот чаще всего кто становится виновником лесных пожаров? По анализу 3 последних лет можно сказать, что лесные пожары, как правило, происходят по вине охотников, которые в лесном массиве охотятся, а также, получается, рыбаков, а также собственников лесных насаждений, частных домов в лесных массивах, которые пренебрегают требованиями пожарной безопасности, и в результате их действий возникают лесные пожары. Мгм. Ну, в том числе в начале летнего сезона очень многие люди любят выезжать в лес, отдыхать там. Да, Тоже да, безусловно. становятся одними из виновников возникновения лесных пожаров. Ну, Да. вот вообще какова длительность пожароопасного периода? Ну, в нашей республике, как правило, пожароопасный период начинается в мае и заканчивается в конце сентября. Мгм. А вообще от чего зависит длительность пожароопасного периода? Ну, зависит в первую очередь от погодных условий, от количества лесных пожаров и порядка их тушения, ликвидации. Вообще, если говорить о пожароопасном периоде, да, как его можно охарактеризовать? Вот, что нельзя делать во время пожароопасного периода? Ну, во-первых, нельзя пренебрегать требованиям пожарной безопасности. При нахождении в лесу нужно обязательно принимать меры предосторожности при обращении с огнем, максимально избегать разжигания открытого огня, оставления каких-либо стекол, мусора, которые могут при взаимодействии с лучами солнца воспроизвести возгорание. От этого и начинаются лесные пожары. Также пренебрегать курением, нельзя бросать окурки, горящие спички. Кроме того, необходимо избегать использования каких-либо неисправных систем, в том числе при использовании автотранспорта, моторов, бензопил. То есть может возникнуть искра, попадет на сухую траву и начнется лесной пожар. Вот. Вообще в Якутске сейчас, насколько нам известно, начался период, когда в принципе нельзя посещать леса, Да. не находиться там, в принципе, не отдыхать. Вообще, что означает этот запрет? То есть людям в принципе нельзя ехать в лес. Ну, в настоящее время в лесах нельзя разводить костры в хвойных молодняках под корнями деревьев. Кроме того, курить, пользоваться открытым огнем вблизи машин, которые заправляются горючим. Также бросать горячие спички, окурки и также горящую золу. Кроме того, использовать машины с неисправными двигателями, да, а также оставлять промасленные или какие-либо пропитанные горючими материалами средства, предметы, чтобы они в дальнейшем не возгорелись. Мгм. Ну, поговорим об ответственности, да, вот, что грозит жителям и гостям Якутска, если вдруг они будут в лесу обнаружены, так сказать, задержаны, может быть. Вот, будут ли задерживать вообще якутян в лесах? Ну и что грозит людям? Да, безусловно, в настоящее время контролирующим органом организовано патрулирование в лесном массиве, то есть организованные группы, уполномоченные органы проверяют, да, отдыхающих, кто находится в лесах, как они
там используют или не используют какие-либо горюче-смазочные материалы, разжигают ли открытый огонь. Ответственность, безусловно, имеется. Это у нас административная ответственность, статья 8.32, 20.4, 20.6 со штрафами от 1500 до 1 000 000 рублей. Кроме того, имеется у нас наказание в виде приостановления деятельности организации, если организация будет допущена такое правонарушение. Кроме того, имеется у нас уголовная ответственность за данные нарушения. Это статья 261 Уголовного кодекса, которая имеет максимальное наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 рублей. Вот важно знать, что на виновников лесных пожаров также возлагается обязанность по возмещению ущерба, а также средств, которые были затрачены государством на тушение лесного пожара, а также на восстановление лесных массивов. Данные денежные средства с виновных лиц взыскиваются в судебном порядке, либо в добровольной форме, когда уже возбуждается уголовное дело или привлекается лица к ответственности. Мгм. А вообще как идет надзор у нас в лесах, да? То есть это патрулирование, либо есть спутниковый мониторинг, применяются ли, может быть, беспилотные летательные аппараты, может быть? Безусловно, патрулирование у нас производится. Кроме того, есть системы, которые позволяют определять термоточки. То есть данная информация доводится незамедлительно до уполномоченных органов, и уже начинается отработка данного сигнала. Выезжают на место термоточки группы и уже начинают отрабатывать, устанавливать причину пожара, его размер и кто непосредственно виновник, а также причинный ущерб устанавливается. Ну вот, допустим, ситуацию, да, если человек стал свидетелем возникновения лесного пожара, куда ему стоит обращаться в первую очередь? Стоит ли предпринимать самостоятельно какие-то действия для тушения пожара? Либо лучше обратиться в органы правопорядка? Вот как здесь? Ну, первым делом нужно сообщить в уполномоченные органы. Это у нас имеется служба охраны. Да, если затруднительно какой-то номер достать или контактный номер, позвонить просто в 01 или сотрудникам полиции, в общем, в любой контролирующий орган, который известен человеку. Да. Данная информация будет передана в уполномоченный орган, и уже сигнал будет отрабатываться. Вот. Что касается каких-либо самостоятельных мер, по возможности нужно их принимать, да, для избежания распространения лесного пожара. Но все это делать с осторожностью, все-таки не все обладают какими-то специальными знаниями, да, для предотвращения лесных пожаров, для дальнейшего сохранения. Мгм. Вот если брать опыт прошлых лет, да, уже, наверное, вы несколько лет, в принципе, наблюдаете, да, за поведением якутян в лесах. Что можете отметить? Много ли вообще якутян допускают нарушения? Может быть, люди стали более ответственны? Вот какие тенденции вы можете? Ну, люди, конечно, становятся более ответственными, но все же в прошлые года возбуждено порядка уголовных дел по фактам лесных пожаров. То есть имеются виновники, да, организовано взыскание ущерба с виновников лесных пожаров. То есть данные случаи тоже, ну, продолжают быть. Да. Например, в частности, в Мегино-Кангаласском районе по иску прокурора с местного жителя, по вине которого возник лесной пожар, на площади 3 гектара взыскан судом ущерб на сумму порядка 900 000 рублей. Но данный случай у нас был в 2022 году. Мгм. То есть 900 000 рублей взыскано Да. только в прошлом году? Да, только в прошлом году, да. В любом случае, при установлении лица, виновного в лесном пожаре, направляется соответствующий материал, проводится расследование, да, уголовного дела, устанавливается ущерб и рассматривается вопрос о взыскании этого ущерба, который причинен лесному массиву. Ну вот понятие ущерб, да, вот что оно в себе включает? Вот поясните здесь, да, то есть здесь только горимость леса имеется в виду, либо здесь, может быть, затраченные средства на тушение пожара. Вот что сюда входит? Да, ущерб включает в себя, значит, размер поврежденных лесных То есть насаждений. о гектарах Да, речь идет, да, речь идет о лесных- гектарах, лесных да, массивах. лесных массивах. Кроме того, рассматривается взыскание по затратам, потраченным на тушение лесного пожара, а также в дальнейшем на восстановление лесного массива. То есть тут, если человек стал виновником лесного пожара, то речь идет на десятки тысяч, порядка и на миллионы рублей. То есть, да. Ну вот о мерах взыскания подробнее, да, здесь, если, например, у человека нет средств, да, у него нет имущества, нет работы, он не может оплатить штраф,
Грозит ли ему уголовная ответственность? Может ли он, грубо говоря, сесть в тюрьму после таких, Ну, как говорится, да. деяний? И В просто- любом случае возмещение ущерба по уголовному делу всегда учитывается как смягчающее обстоятельство, если приняты меры к возмещению ущерба. Да? Если же виновное лицо ущерб не возмещает по уголовному делу добровольно, то направляется исковое заявление, выдается исполнительный лист, который передается судебным приставам. И судебные приставы уже начинают отрабатывать с банковскими счетами, с имуществом должника, уже начинают с ним работать, взыскивать с него денежные средства. Ну вот решению суда. еще раз, да, давайте разграничим понятие. Особый противопожарный режим. Вот что он в себя включает? Он включает более жесткие ограничения, да, то есть уже запрещаются выезды в лесные массивы, да, также, повторюсь, какое-либо воздействие огнем на лесные массивы вообще на территории леса. То есть такие уже обстоятельства необходимо исключать. Также усиливается патрулирование в лесных массивах при введении такого особого режима. А вообще вот в особый противопожарный режим, да, возможно ли, в принципе, да, проведение каких-то, может быть, праздников, массовых праздников на территории лесной зоны, да, что для этого нужно сделать, например, да, если люди хотят, например, организовать праздник, вот, но работает сейчас особо противопожарный режим, да, вот что нужно сделать? Ну, в любом случае нужно согласовать данное мероприятие с органом местного самоуправления, и будет уже рассмотрен вопрос о возможности проведения такого мероприятия в лесном массиве. Но, безусловно, при введении такого режима должно быть исключено вообще какое-то применение возгораний, да, и каких-либо средств, из-за которых может быть возникнуть лесной пожар. Ну и в завершении нашей беседы, что бы вы пожелали нашим телезрителям? Я бы пожелал всем жителям и нашим зрителям оставаться бдительными, не пренебрегать, получается, предосторожностью и обращением с огнем. И при получении какой-либо информации, либо если бы они стали очевидцем возникновения лесного пожара, незамедлительно сообщать в уполномоченные органы. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Действительно, сейчас ситуация в лесах становится все более сложнее. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.